Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР, но Prime необычно, уже больше месяца. Телеканал АТР выходит в режиме необычном, когда мы делали полноценные выпуски новостей, эфиры на разные темы и как бы работали с вниманием своей перспективы. Но сегодня мы работаем в рамках марафона Save АТР «Голос Крыма. Мая Буты» в эфире. Уже я не помню, какой день, что-то не считали как-то, не думали, что это затянется в такую шизу уйдет. Это хуже гораздо, чем прошлый год. За нас взялись очень серьезно. Вот, в прошлом году как-то придумывали, как нас закрыть, но до конца не придумали. В этом году вцепились так, что не реагируют ни на международные инстанции, ни на Евросоюз, ни на резолюции никакие, ни на каких иностранных партнеров. Ведут себя просто вот так вот по-советски, по-настоящему, по отношению к крымским татарам, о которых я даже говорить ничего не буду. Вот. Сегодня у нас годовщина начала нового витка нашей трагедии, ну, не совсем там возвращение, так сказать, империи, когда они провели так называемый референдум. Все новости вы смотрели. Телеканал АТР был единственным каналом, который снимал это все от начала и до конца. И мы задокументировали все это. Вот у меня в гостях человек, который тоже занимается и искусством, и документальным кино, и всем чем угодно. Это совершенно потрясающий человек, один из лучших людей, которых я видел вообще в своей жизни. Катерина Степанкова. Салям алейкум. Салям. Вот. И мы видели все эти кадры. Эти кадры, вот то, что сейчас видите на экране, видели на экране в новостях, это наши ребята снимали, как там в эти прозрачные, они же играли в демократии, урны были украинские, Я прозрачные. все смотрела Да, по вашему онлайн, каналу. да. Тогда наш сигнал транслировали CNN, и ABC, Да. кто угодно. Вот, и это просто доказательство. С этим просто бери и иди в любой международный суд. Это нюрнбергский материал. Таких материалов у нас в архиве, на наших серверах, там, я не знаю, километры, часы, десятки часов живой работы. Этот материал чудом сберегся с флешкой. Знаешь почему? Шевкет Набатулаев написал, они же снимали, их потом подсекло 2 джипа, ну, гражданские, ну, ФСБшники. И они флешку нажали и выкинули ее под коврик в машине. А потом они начали обыскивать, говорят, где флешка? Типа не тупые были. Говорят, да мы в прямой эфир выходили, мы ничего не записывали. И этот материал остался только благодаря флешке. Вот, когда вот они подтасовки эти, и когда Мустафа Аджамилев сказал, что у него спросили, что все время спрашивают про референдум, типа, он говорит, там реально голосовало там до 34%. Голосовало всего, не то, что там за или против, а всего. Люди сидели дома в основном. Все же, то есть решил русский танк. Это все была иллюстрация. Это, по сути дела, это вот полный приговор вообще, ну это это фиксация международных преступлений. С этими документами, да, какие там суды, Гаага, любые другие. Потом будет, конечно, специальный трибунал. Это обычным судом такое не судится, но я к тому, что вот уничтожение АТР, я сегодня об этом подумал, как раз в этот день, когда я эти кадры Шевкета в Фейсбуке увидел, что это, в принципе, это называется убрать свидетеля. Да. Понимаешь? Да. Мы это все видели, не я тогда еще не работал на АТР, я только приезжал, а ребята это все видели. Тогда в эти дни мартовские я созванивалась со своей близкой родственницей, которая живет в Севастополе. Она взрослая женщина. И, то есть был такой живой дайджест, они носили туда на Фиолент, они носили продукты, носили воду. И я спрашивала ее, когда все ближе и ближе, ну, то есть понятно было, что это все по накату идет. І Оля кричала мені в трубку: Катя, вона україномовна людина, Катя, де кримські татари, я бачу, де українці, куди мені бігти? В мене забирають батьківщину. Вона прожила в Криму всю жизнь. Туда приехала ее мама. И вот эту фразу, де кримські татари, я бачу, де українці. Ну, давай честно скажем, Украины там не было в политическом смысле. Она, даже если жили там где-то, ну, большое количество этничных украинцев жило, да, там и живет до сих пор. Но политически там был русский мир, который, и там вытравляли все украинское, чем только могли и как только могли.
И мы-то просто за это... Понимаешь, в мирные годы никто же ни о чем не думает. У нас сейчас все говорят, да какая разница, как улица называется, да? Да. Ну, вот такая вот Вася, вот он из Свердловска приехал, а я, допустим, из Херсона приехал. Ну, мы же все равно там братья, да? Ну, эти ходят какие-то непонятные татары, ну, непонятном языке, что-то. Но, в принципе, тоже с ними можно жить, вроде как они никого не перерезали, да и бог с ним, пусть живут пока, вот. И как бы вот это все, вот это в маразме жили, понимаешь? Вот. Нет, на самом деле то, что сразу же не были возвращены крымско-татарские названия и греческие, которые были родные, Это уже была уступка это такая, очень- которой воспользовались. этого же даже не было сделано. Оно же все осталось как Это, было. знаешь, до сих пор, то есть мы до такой степени, вот, ну, это так гнусно осознавать, до сих пор Верховная Рада Украины может сделать это в любой момент. Мы пошли на 8-й год оккупации. Это наша территория. Ну, как бы. Мы можем переименовать любой город по любому поводу. Они не сделали это даже в рамках десоветизации. Там есть где-то 150 вот под декоммунизацию попадающих. Да? Всего 1200, примерно 1100 или 1300. А где-то 150-200, ну прям прямых таких ленинских вот этих, да, которым можно просто вернуть сразу крымско-татарские названия, и это будет на карте выглядеть совсем уже хотя бы даже 150 по-другому. Да? Уже крымские татары начнут там названия рисовать везде, там, понимаешь, ну и так рисуют. Ну, просто от государства было бы такой моральной поддержку. Если мы Смотри, если мы троллим, допустим, вот видела, в СБУ повесила плакаты «Крымская Украина» там перед посольствами, да? Ну а почему же не потроллить? На как? Вот на картах Гугла-то, американской компании. Почему же там-то? Почему же на картах-то не издать Украину? Почему же детям-то не показать? Даже тогда испугались, это был 15-й год, и до сих пор к этой теме не возвращаются. Не возвращаются к теме закона о коренных народов. Европарламент пишет, где закон о коренных народов? Ничего, не надо, не наше дело. Какая стратегия деоккупации Крыма? Знаешь, какую стратегию придумали? Я немножко выплыл в осадок. Все, кто приехал в Крым, оккупанты, смогут остаться в Украине потом и легализоваться. Это идеи Министерства по реинтеграции временно оккупированной территории. Ну, не все там совсем, не генералы там, допустим, какие-то, да, но вот такой мирный ветеран НКВД приехал, так сказать, свою пенсию доживать. Это же поэтому так и происходит. Я не помню, кому принадлежит фраза, я ее от Марины Ивановны Цветаевой знаю. Нераскаянное преступление длится. Непокаянный геноцид, он продолжается. Для меня это все болезненная история, потому что моя бабушка после войны уехала к сестре в Янгиюль. Янгиюль, это многим, Я знала, как многим крымским реагировать. татарам знакомо это название. Так вот, когда-то у бабушки сын был в тех объединениях, которые потом стали УПА. Старший, папин брат. Угу. Он был сильно старше, он уже был. Это отдельная абсолютная история рода. Так рассказывай, это же интересно. Ну, мы с тобой как-нибудь вот к 18 мая. Ну, ты пришла на крымско-татарский телеканал, мы можем до 18 мая. Ближе к 18 мая мы с тобой об этом поговорим. Здесь другая вот как бы именно точечная такая история, что моя бабушка, я после какого-то школьного урока, мне лет 7, я пришла домой, бабушка приезжала к нам редко, но приезжала там на 2 месяца, жила. Это мамина, папина? Нет, это папина мама, жена священника, расстрелянного в 1939 году, и которая, начиная там, с 1946 года, прожила долго, ну вот, граница Узбекистана и Казахстана, да? Ну, в ссылке. Давайте. В ссылке была ее сестра. Она сбежала к сестре, чтобы не отвечать за расстрелянного мужа и спасти дочку младшую. И затеряться, грубо говоря. Папа просто с ней не поехал. И потом мама заставила отца ее отыскать, потому что у отца был какой-то счет. А может быть, не счет. Может быть, действительно они так. Чтобы их сохранить, чтобы вот... Ну, это все... Времена страшные были. Это все горько и страшно. Дело не в этом. Я пришла из школы, и что-то там вот, я сказала, что крымские татары предатели. И бабушка моя, которая вообще в нашем доме вела себя очень, ну вот как-то смиренно. Вот она как будто бы продолжала каяться перед отцом. Там была кухня, кормить. И очень мало высказывалась. Бабушка лупанула меня по роже своей такой аккуратной ладошкой сухой. И тихо-тихо сказала: не говори о том, чего не знаешь.
Бабушка умерла, когда мне было 14 лет, и вот в наследство от нее в последнее лето, когда она уже плохо себя чувствовала, но еще вот как бы мы проводили вместе, бабушка передала мне 5 молитв православных, сказала, хватит с тебя. То есть я сказала, давай еще, я писала за нее. Она говорит, этого хватит. И рассказала о том, как и на что приехали, как умирали крымские татары в депортации, как они становились на ноги вопреки всему. И с тех пор, вот с моих там 7 лет с этого удара, и уже с 14 крепко просто взятая информация от нее, просто расскажи. Для меня это очень стала личная история, потому что моя Лида, тетка любимая, то есть бабушкина дочка младшая, папина сестра, ну, судя по всему, босыми пятками пылила там же, где пылила мама Ахтама. То есть это Да. где-то было Ах, там оттуда, да, они? из Янгиюля, он родился в Янгиюле. Да. А, То есть точно, Ахтам из и я Янгиюля. когда-то, я говорю, а где ты родился в Янгиюле? И у меня как кольнуло в сердце, потому что я ни от кого, кроме как от бабушки, вообще не слышала этого волшебного слова. Вот. Поэтому мне, Айдар, все это близко, больно. И я тебе скажу, у меня есть большое горе. У меня даже есть свидетельство, что это было. В одну из поездок, когда в летних я всегда была в Крыму. Я на 3 недели уезжала, на 4 недели уезжала в Крым. У меня была тяжелая физическая работа. То есть мама приучила, что мы август проводим в Крыму, самые жаркие, самые знойные. И это были разные места. Это был Кострополь, самое мое любимое место. Вот. И это уже Алешка взрослый был. Я выплавывалась, я какой-то там продолжала заниматься. Ну, дети все время кого-то надо было возить. И в один из годов, и был это год какой-то там, ну, что-то, наверное, 8-й. Да, 8-й. Почему 8-й? Потому что Грузия. Ну, абсолютно точно 8-й. У меня как-то сложилось, мы жили в Морском, в Капсихоре. Да, старое название Капсихор. И я написала такую вот поэму. Дети мои, Алеша ходил, снимал очень пожилых людей, которые помнили депортацию. Они записывали какие-то интервью. Ну, то есть интересные там всякие вещи были. И я написала поэму. И представь себе, она сдохла, умерла вместе с компьютером на жестком диске. У меня остались какие-то обрывки. Но ее слышала моя мама, ее слышала когда-то, я ее прочитала в Ахтему, то есть она была. И я надеюсь, что, может быть, я помню какие-то совершенно обрывки. И самое главное, я ее никому не отправила. Знаешь, вот как без попытайся, следа. собери, ты же актриса, у тебя же тексты должны где-то Я хочу, отпечататься, чтобы, вот здесь может вот быть, где-то. меня кто-то... Так «Чужое» помню, понимаешь? Да, Ты меня «Чужой» спроси помнишь, да. поэму про Ленина, которую Да. я учила в 7 лет. Я тебе ее сейчас прочитаю. А это же закарбовано. А тут, я думаю, может быть, есть какой-то хороший психиатр, который ведет меня в гипноз, и я как бы А давайте обратимся к зрителям ЭТР. восстановлю. Да, может сказать, действительно есть какой-то гипноз, который Но может я тебе помочь скажу, вспомнить. что я Да. помню. Вера чужой бывает? Бывает. Сейчас. Вера чужой бывает. Бывает ли боль чужой? Что же тогда называют Богом? И что душой? Зачем же дарованы людям от века нежность и страсть? Чем же тогда мы любим племени, не спросясь? Вот я помню такой кусочек из этого. Тоже набрехала что-то, там как-то лучше было. Но вот это вот то, что у меня осталось там, не из промежуточных обрывков. Вот. История, конечно, которую можно слушать бесконечно. Но я тебе хочу сказать, что скажи мне, почему мы живем в 2021 году? У нас 8-й год оккупации и войны.
у нас вроде как к власти пришли люди, которые, ну там, по крайней мере, почти все не служили на Януковича, да, там, не способствовали русской оккупации Крыма. Там таких уж прям прямых предателей вроде как и нету, да. Почему нет вот то, о чем ты сейчас прочитал, вот это чувство чужого горя? Почему вот почему им в свое время бабушки или хотя бы жизнь, там, жизненный опыт не дали вот кулачком по лицу и не сказали: посмотрите на этот народ, как вы можете его притеснять, как вы можете лишать его голоса, как вы можете объяснить этому народу в Крыму, что у него не должно быть телеканала, потому что какой-то чиновник решил, что у нас не должно быть, по мотивам, которые, мне кажется, очень близки не к украинским мотивам, вот так я скажу, потому что я не вижу, кому мы тут мешаем. Айдар, я возражу сразу от, ну, как бы, базисных вещей, которые ты сказал. Ты говоришь, что у нас 8 лет оккупации. Что, я ошибся? А у меня ощущение, что она не прекращалась. Ты мне подскажешь, когда были эти выборы 27 марта? Это какой год был, когда крымские татары вышли? Выборы в Крыму. Год 98-й? Я же не жил в Крыму. Ну, это было такое знаковое событие, это как бы в Украине, когда... Это было чудовищно, когда до Джанкоя стояло оцепление, я его видел. Мы приехали играть в спектакль, мы заканчивали гастроли. Вот у нас был тур по Украине, и мой маленький Алеша, который ровесник независимости, он тогда был с автоматом, он ехал с нами, потому что в школе был карантин какой-то. И он ездил с нами, и вдруг мы приезжаем, а стоял... Он же знает, что человек с автоматом, это ж типа хороший. А тут я говорю, нет, вон хорошие идут по улицам. Вот эти хорошие, а вот эти с открытыми лицами, с пустыми руками. А вот это против них. Это так пытались... Но из нас это так врагов лепили Украина всегда, реагировала на крымских татар. И я реально из гостиницы, из окна говорила своему маленькому сыну, тогда ему было... Еще не было 7 лет. Я ему говорила, что вот... Познакомь меня с сыном, то я не знаком. Ну, я думаю, что вы познакомитесь с прецедентом. Вот если бы пришел на эвакуацию, то и познакомились бы. Потому что Не ругай меня. он один из операторов, ну, собственно, проекта. И я к чему говорю? Оккупация мозгов, совести, она же, ну, как бы, она же не прекращалась. Ну, казалось, после Майдана, после такой, знаешь, Вот. после крови. Мне кажется, что вот для Украины как раз вот последние 8 лет и есть, ну, 7 начался 8-й год, это как раз и есть освобождение от оккупации внутреннее. А вот Крым для меня — это вина Украины. И мне кажется, что поведи Украина себя с Крымом иначе, то не было бы и этого. Да если бы, как тогда сказал Черновол, он же есть его знаменитое выступление в Верховной Раде 91-го, что ли, года, где он вообще сказал уже тогда: мы Крым сохраним только если мы будем поддерживать крымских татар. Ну, его никто не услышал, и до сих пор... Ну, потому что депортированный народ и депортированный народ, ну, как-то лучше друг друга Почему-то понимают. он понимал, что вот эти не братья рядом, которые пошли там водку бухать с спецназом русским, а мы почему-то до сих пор в глазах некоторых чиновников опасность. Ты можешь себе представить это? Мне просто рассказывают их разговоры некоторые друг с другом. Вот сейчас это происходит. Они говорят, крымским татарам нельзя доверять, они опасны. Знаешь, как очень тоже такие из наблюдений, это там же в Морском, я терпеть не могу эти измененные названия, но мы идем с моей подругой, со Светой Орличенко, мы отдыхали тогда. Мы умеем отдыхать, умели отдыхать, так что, ну, надоели друг другу, разошлись. Вот. И мы идем просто на рынок. Он говорит, а что так видно? Вот смотри. Русский двор. Катастрофа. Украинский двор. Ну так, типа, все есть, но некрасиво. Крымско-татарский двор. Все есть. Дорого далось. Красиво. Дорого далось. Красиво. Все устроено на малой площади максимально. И дети.
И, ну, вот как-то все сразу видно. Он говорит, что так видно все. А русский дом — это просто полуразрушенный крымско-татарский дом. У меня бабушка, когда приехала, Катя. И в суд подавать на крымских татар, что они открыли ресторан, и через нее летают птицы и гадят. Нет, я не шутку сейчас рассказала. Да, слушай, таких Я дел. сейчас рассказала не шутку. Вот. У нас тут в Киеве хотели, тут есть такая группа антикрымско-татарских троллей, которая, на мой взгляд, десантирована ФСБшниками сюда. И вот они здесь, в Украине, работают против нас, продолжают работать против нас, как будто ничего не было. В году в 2000 еще был один ресторан «Мусафир» на Саксаганского 57, первый их ресторан был. Они писали посты под псевдонимами в Фейсбуке и грозились, и, может быть, даже пытались куда-то под кляу записали за то, что крымские татары посмели сделать такую около входа веранду на 3 маленьких столика. Они писали, как в Крыму и в Киеве теперь захватывают землю. Это был 2016. Отлично. Но я же помню еще и то, что если нужно поставить по всей Украине, тогда это делалось, поставить крест на холме, то обязательно его надо поставить на крымско-татарском кладбище. Ну, это там специально делали. Там вот это русское просто казачество. его, вот это больше всё. негде его поставить, гор же мало. Это была целая программа. И это по было, издевательствам, и самое главное, ну как парни это отбивали, то просто им поклониться в ноги. Я православная христианка, то есть, Есть понимаешь? понятие достоинства. Но Причем только, тут, да. но только нельзя дома строить из надгробных могил и ступеньки делать. Нельзя. Это же кто-то делал, и кто-то продолжает жить. Я даже, И даже дедушка знаю, не кто это. покаялся. И внуку не сказал, откопай, отнеси. Эти люди, которые всю жизнь рассказывали украинцам, что они братья, а потом настал такой момент, когда выяснилось, что, мягко говоря, нет. Понимаешь, мне кажется, люди-братья все. Но только если у них общее представление о совести и о достоинстве. И уважение к другому. Россиянин — это про другое, это не про нацию, это про разврат моральный. Это про то, когда ты понимаешь, что тебе можно все делать с другими, если у тебя есть танк. Ну, грубо говоря, так. Да? Это стертость Мне морали. очень горько, просто. понимаешь, у меня, ну, я думаю, что у тебя больше, но у меня много друзей, которые просто, ну вот. Я тебе так и со стороной пишу. Страна предателей. Я жил там 43 года. Ну, ты можешь представить, сколько у журналистов моего уровня там знакомых, да? И сколько людей, которым я помогал, потому что я всем всегда помогаю при первом зове, там, в любое дня и ночи, с чем только могу. Вот я, ну, не знаю, там, я мог там перевернуть там весь этот мир, там, найти самолет для больного ребенка или за 3 дня собрать там на операцию в Швейцарии внутриутробную кому-то, там, еще кому-то. Так вот, никто из этих людей мне ни разу не перезвонил сюда. Никто из тех, не то что знакомых, полузнакомых. У меня со всех, с кем я общался, осталось, вот, если бы не без шуток, вот 5 человек. И это все не публичные люди. Потому что все публичные люди оказались людьми публичного дома. То есть вот просто как выгодно, так и... Вот скажи мне, это что это? А у меня же не дно общества, как бы, да, вот знакомые. Это же не у меня не зэки какие-то там, да? А это типа богемы, типа там элита, интеллигенция. Но если такая интеллигенция, что можно говорить? Ну, интеллигенция — это концентрированное как бы средство общества. Я ничего тебе не могу сказать, потому что было советское время, и я его помню. И, наверное, мои родители как-то жили. Ну, все мы как-то приспосабливались в советское время, Понимаешь? это правда. Вот о чем я говорю. Поэтому я очень боюсь кого-либо судить. Я сама так дрожу над семьей, что... Кать, раньше страшно было реально. Что сейчас им от посланий в мессенджере... Но я хочу тебе сказать одну вещь, извини. Да. Очень тонкая, умная, продвинутая, просто очень взрослая женщина, но старше Анды. Пожизненный друг. То есть, ну вот, я задолго всю жизнь дружит. Задолго до меня. И самое главное, что это человек, который в свое время спасал копии Саят Нова. И она перевозила их, она их спасала. Цвет граната Параджановский. Он уже сидел, и она она их перевозила. Она была женой генерала МВД.
Вот. То есть настолько безбашенная, да, в 70-е годы. Вот такая тетка. Наверное, это был где-то октябрь. Я не скажу, что это был март 14, но это был где-то октябрь. И она позвонила. Ну, абсолютно продвинутый человек. Ну, вот вообще, ну, как бы, свободная всегда от слова абсолютно. Очень крепко самодисциплинированная, потому что завуч школы, одной из лучших питерских школ. И я так понимаю, что аристократка там в прошлом, ну, как бы там репрессированные какие-то, но она об этом не говорила, но это чувствовалось просто, потому что бабушкой воспитана. Да. Это американцы сталкивают нас. И я вижу... Бедная мама твоя, то есть, господи. и у мамы... И как-то, понимаешь, мы перестали звонить для того, чтобы их не компрометировать. Ну, понимаешь, мы же как-то отвалили в правый сектор почти сразу. Ну, его в баню кому-то звонить после этого, понимаешь? Ужас. Ну, то есть, Ну, история обычная, на самом людей, деле. ну зачем эти звонки делать? Да и вам Понимаешь? никто не звонил, давайте Вот. честно скажем. Нет, звонили. Женя Симонова звонила. Лена Коренева звонила. Джига покойный звонил. Нигде сейчас они. Понимаешь? То есть... Другое дело, что это как раз это были люди, с которыми мы не были в близком общении. Именно они сами рванулись. И именно в 2014 году. Так вот, я тебе хочу сказать, все, кто тогда вот так вот повел себя, ну, то есть немного, я же тебе говорю, мы никого не провоцировали на это. Никого не призывали к пониманию. К пониманию чего? Ну, ты 2014 год, вот ты вспомни, что это такое, когда мозги не адаптируются к тому, что происходит. Когда, ну, вообще все, меня, ты неадекватен, потому что ты, не будучи на войне, ты в ПТСР, потому что, ну, ты не можешь принять, что происходит, и что это не закончится через 3 дня. Конечно же, никто не думал, что это будет все так бесконечно долго, и все по накату, все только, ну, обрастает. Так вот, никто никого не провоцировал, но тем не менее, сейчас начинают звонить. Вот сейчас. Я говорю о последних 3-4 месяцах. Ну, хорошо. Значит, вот совесть есть, тоже неплохо. Хотя это уже ничего не значит, в принципе. Та страна Звонить, изменилась. передавать приветы, все в порядке. Ну, хотя бы в личном плане, да. Да. Как мама? Мама вот сейчас собирается уехать во Львов на шевченковские чтения. Вместе с Ахтем Шевкетовичем Сейтаблаевым. Понятно. Привет ей передавай большой. Ну, я думаю, что я ее не застану дома. Может быть, когда Николай Дорогас нас видит, тогда я привет передаю. Мы передадим привет, может, так передаст ей привет, и ему тоже. Еще что хотел сказать. У меня есть грех, причем совсем недавний, который я хочу быстро замолить. В трансрелигиозном и светском смысле этого слова. Я не попал на премьеру проекта «Эвакуация», которому причастен сын Кати Степаковой Алексей. Ну и наши общие друзья. Наши общие друзья Наташа Хазан и Женя Титаренко. Я публично вот у Жени точно прошу прощения, у Жени тоже. У Наташи прошу прощения за то, что я не пришел. Просто так получилось, я не смог. Но я хочу, чтобы, пользуясь случаем, я сейчас немножко реабилитируюсь. Расскажи, пожалуйста, про проект. Я такой странный, как бы в данном случае, политинформатор. Ну расскажи, мне. Мне этот проект очень дорог, потому что на глазах он родился. Мы с Наташей много чего обсуждаем. И, конечно же, это Женина тема. Евгений Титаренко, режиссер, ветеран, госпитальер. Это человек, который снимал такие года. Съемки с фронта. Да. Просто, да. Это человек, который снял кино «War for Peace», которое в свое время Мански отобрал на фестиваль, и в результате они стали антигероями недели в Москве, потому что апология правого сектора, все дела, кино так и не дали показать. Но в музее АТО в Днепре созданным как раз ими же. Уникальный фильм в формате 360 градусов,
куда все, кому нужно было объяснить что-то об этой войне. Я это видел. Да, Да, дело даже не в том, понимаешь, мы это видели, мы это знаем, но дело в том, что тем, кому нельзя было объяснить, Ну, про нашего стереофильм, ты сидишь, да, иностранцев посреди. туда приводили, Да. и люди начинали понимать И за эти вокруг 25 тебя минут, все это время вращается, и на английском они Очередной сделали Женин в том проект числе. это фильм «Эвакуация» о системе эвакуации с фронта бойцов, которой не существовало. Во-первых, не существовало фильмов о эвакуации, не существовало самой эвакуации как таковой. И все это делали очень неленивые люди. Это не важно, были они чиновниками или советниками чиновников, или это были волонтеры или сами бойцы. Дело не в этом. Дело в том, что даже будучи чиновником, ты можешь делать, можешь не делать. Это правда, да. Поэтому история Ты можешь СТР это сделать- очень хорошо показывает. Особенно в Да. нашей стране ты можешь иногда тебе спокойнее не делать для того, чтобы остаться на своем месте. Да? Да. То есть тут есть такие вещи. В данном случае речь идет о том, как боец с нуля попадает, как его пытаются стабилизировать и довести до госпиталя, что делается в госпитале и куда он летит дальше, если ему нужна дальнейшая помощь. Летит или едет на машине, или едет интерсити. Все это создавалось в 2014-2015 году. И вот на эту, да, Женя, когда он был госпитальером, 55 минут у них занимало время от нуля до привоза в госпиталь Это много бойца. все-таки, да? 50, нет, ну Это, по тем по-моему, по тем временам это и было потом чудо, да. Это же с нуля надо было выехать, это же Да. еще человека. У него как минимум автомат надо забрать, если он припомнит. Ну, там много сложностей есть. Вот. И Женя сделал вот формат 55 минут именно как бы эти символические 55 минут эвакуации. Это впервые рассказано о вот это достояние, болезненное достояние последних 8 лет нашей страны, что это у нас есть. Это уже обрастает, богатеет, развивается. Но делали это конкретные люди. И для меня бесценно, что есть медики, которые пошли добровольцами на войну, и которые до сих пор там. Как ушли, так и работают. Да. Служат, точнее. Да. Они уже, кто-то подписал контракт, кто-то не подписал контракт. И вот есть Анна Корницкая. Те, кто знают, знают. «Осап Небо». Она там всегда. Она там сейчас. Она не приехала на премьеру фильма, потому что она не могла уехать. И ее участие в фильме, потому что ребята заехали в Пески, сидели там в подвале, потому что что-то там накрывало. И они записали с ней интервью с человеком, который вот именно на нуле. Женя про это все знает, потому что вот там был в 14-15 среди госпитальеров, а она продолжает там быть. И, все 7 лет. И бесценные слова она говорит в конце фильма. Она говорит, нужно просто, чтобы большее количество людей, ну я так приблизительно, может быть, перевру немножко, поняли, что Украина не заканчивается, когда ты выходишь, переступаешь через порог своего дома. Вот она тут не заканчивается, что она продолжается, что она не только у тебя на кухне. К этому приучали колонизаторы все века, знаешь, не выходи из дома. Ну, кухни. Да. Кухни 60-х, Да. 70-х, 80-х. Не будь ни с кем солидарен. Да. Да. Вот такое большое дело сделали ребята. И, Класс. А где будет показано? Где сейчас идет в кинотеатрах? Здесь? Я тебе информации не скажу. Я в общем, все-таки была неделя показа мне на Наташа планете написала, кино. Что, как будет дальше? Ну, ты же понимаешь, как у нас в документальном кино никому не выгодно заниматься промо. Ну, никому не выгодно, но я значит, надеюсь, будем что мы Наташа заниматься. это не оставит. Нет, у нее все. И будет, это кино будет жить. Можно посмотреть. Наталья мне просто, я сейчас боюсь потерять в комментариях, написала, где еще может идти фильм. Вот, зайдите на страницу Натальи Хазан. Вот, Фильм Евгения «Эвакуация», Титаренко да. «Эвакуация».
Да, это стоит посмотреть. Вообще, у них фильмы, конечно, с ума сойти можно. И если вы в Днепре были и не были в музее АТО, то Да, вы не сходите, были в Днепре пожалуйста. однозначно. Потому что Сходите. это просто там, ну, я даже говорить не буду. Там, знаешь, там и вот это где кино они Ты сделали, тоже вот это закопаться стерео. хотел? Ну, Я в конечно. какой-то момент села. Ну, конечно. А потом, когда выходишь, и меня накрыло, знаешь где? Уже после просмотра фильма я вышел, и там письма ребеночка, школьницы, которое она написала отцу, которого убили. Вот там есть письмо такое, на бумажечке написано, есть 8 лет. И вот, когда я это видел, моей дочери, по-моему, тоже было что-то такое. Я посмотрел, и, конечно, да. Да, это кино еще честное. Почему? Потому что в группе Женя Доброволец и трое ребят, его помощник, звукорежиссер и администратор их, это все Слушай, ребята, туда это ребята другие не поедут. 14-го года. Туда другие не поедут. Мой малой не служил, вот, но он тоже с 14-го ездил, Да, правда, но вот он был с ними. Я, кстати, впервые столкнулся с госпитальерами как службой. Мы приехали, ну, не буду сейчас уже говорить, в какую часть, и какой это год был, потому что, боюсь перепутать, я делал такое. И там погиб хлопец из разведки. Я увидел, как они приехали на 2 машинах. Вот, и просто надпись была «Госпитальеры». Я, ну, как-то они свое дело делают, значит, так вот, молча, тихо. Иногда весело, они же там замолаживают иногда людей. Да. Веселят, Да. чтоб разговаривали. Ну, вот так. Ну, там веселить уже было некого. Они забрали просто тело. Отвезли. У них это, они очень много спасали людей, поэтому это страшно. А фильм этот за границей надо показывать же, да? Они же будут это все делать. Ну, я надеюсь, Наташа не оставит это лежать на полке. Почему? Потому что, людей надо будить, их надо напоминать о том, что, не все. Знаешь, На пороге дома Украины не иногда человека заканчивается. действительно нужно, даже хорошему человеку, не так вот по щекам немножко дать. Вот, да. Любого. И даже иногда самому себе Это было иногда бы нужно идеально. дать. Иногда себе надо сказать: «Окстись, приди в себя». Почему? Потому что такими работами, мы все зарабатываем право просто зарабатывать деньги или делать что-то красивое, или делать что-то там полезное. Вот, а еще я недавно был, да, во-первых, Наташа, Женя, я обещаю, в любой там промо, куда что нужно, и у меня в посольствах друзья есть разные, ну вообще, кто что угодно, я всегда с вами рядом, простите, что не пришел, я сам очень расстроен. Вот, во-вторых, я хочу сказать, что я был недавно на спектакле, который, да, которым играет Катя Степанкова, Ахтем Сейтаблаев. Лариса Актриса, Руснак. как Лариса? Лариса Руснак, Да, народная артистка Руснак, Украины. народная артистка Украины, я просто лично не знаю. Вот, прекрасная актриса. Вот, спектакль называется «Бельведер». Пьеса написана 30 лет назад. Да. Да, но хоть вот просто такое впечатление, что актуальное искусство. Просто вообще все, вот оно, искусство, оно этим и отличается от жизни, что, да, что оно похоже на жизнь. Короче, заболтался. Я рад, что ты пришла. Спасибо большое. Вот, всем привет, маме привет. Вот, телеканал АТР любит Анну Николаевну Роговцу. Я знаю, что нас любит и поддерживает всегда. Следующий повод как раз будет фильм, который мы собираемся сейчас выпустить, над которым Наташа и Женя тоже работали, как Пока помолчим, но фильм будет совершенно это уже своеобразный. будет связано, с Анной Николаевной. С Анной Николаевной, с поездками на фронт. Это будет художественно-документальный фильм. Документально-публицистический. Вообще. Какие у нас гости вообще. Люди, связанные с нашим телеканалом, лучшие люди Украины определенно. Вот, и одна Самое из этих... главное, чтобы жил телеканал. Спасибо. Мы будем Дай биться вам. до конца за него. Дай вам Бог стойкости, Спасибо. выдержки, и никуда вы не денете. Мы должны всех их пережить. Однозначно. Вот. И вернуться в Крым, и я знаю, куда я вас всех позову. Вот. И Наташу, и Женю, и Анну Николаевну. Знаешь, я когда-то Ахтема спросила: а ты играл в Донецке? Он говорит: нет. Я говорю: в Луганске нет. Поэтому у нас 2 тоста. Один сыграть, а другой выпить. Мы должны прощаться. Спасибо, что смотрели.
Спасибо, что поддерживаете канал АТР подписками на наши страницы. Спасибо особенно и тем, кто присылает нам помощь материальную, за счет чего мы, собственно, сейчас и можем вещать, переводит деньги на карточки, или же, что вообще было бы прекрасно, подписывается на наш Patreon, где можно просто регулярную поддержку посильную оказывать каналу, который вам нужен, если он вам нужен. Я знаю, что он очень многим у нас нужен, и особенно в оккупированном Крыму. Я это вижу по просмотрам даже Ютуба и по разным таким показателям, которые говорят о том, что мы очень нужны. Вот. Мы только благодаря вам существуем, наши зрители, наш прекрасный народ, наши крымские татары и наши украинские патриоты в Крыму. Всего вам доброго, спасибо вам за внимание, спасибо за поддержку всем. До встречи завтра на марафоне САИ ВТР. «Голос Крыма». Майя будет в эфире.